Международный медиафорум «Диалог культур», посвященный 80-летию Великой Победы, стартовал в Москве. Он собрал молодых журналистов и блогеров, а также режиссеров, документалистов и фотокорреспондентов. Среди участников со всех уголков России, представителей зарубежных стран и журналисты ГТРК ИР. В первый день форума были показаны анимационные и документальные фильмы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Югостинские журналисты презентовали фильм об остинском летчике, герое Советского Союза Сергее Коблове. Тогда мы смотрим следующий фильм. Называется «Он выбрал небо». ГТРК ИР. Это телевизионный репортаж. Южная Осетия. Авторы Алим Битеев, Анжела Кокоева. Спасибо. В 1941 году Коблов был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию. В том же году он окончил курсы командиров звеньев. С августа 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. В этом году на форум поступило рекордное число заявок – 850 работ из 35 стран, в том числе из Австралии, США, Франции, Латвии, Армении. Из них было отобрано 20 документальных проектов. Как сообщают авторы, фильм об остинском летчике, герой Советского Союза, попал в 20-ку лучших. Наш фильм начинается с кадров, призванных погрузить зрителя в атмосферу его родины. Поскольку Сергей Константинович проявил себя как отважный летчик во время Великой Отечественной войны, часть кадра в фильме посвящена воздушным сражениям того периода. Неоценимую помощь нам оказала внучка Сергея Константиновича Лонда Коблова, предоставившая ценный фотоархив, содержащий уникальные фотографии из семейного альбома. Наши съемки проходили преимущественно в Цхинвале, в столице Южной Осетии, и заняли почти 2 недели. Сегодняшняя программа форума также насыщена. Участники встретились с народным артистом Российской Федерации, директором киноконцерна «Мосфильм», режиссером Кареном Шахназаровым. Кроме того, они посетят музей космонавтики на ВДНХ и театр «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Также мы сегодня побывали, то есть во второй день форума, на Мосфильме. Нам провели обширную экскурсию по съемочным площадкам, показали декорации, съемочное оборудование, используемое в российском кинематографе. Затем состоялась встреча с директором Мосфильма Кареном Шахназаровым. Завтра заключительный день нашей поездки, и мы планируем подготовить репортаж о Москве, ее жителях и достопримечательностях. В целом форум оказался очень насыщенным. Международный медиафорум «Диалог культур», посвященный 80-летию Великой Победы, продлится до 27 мая. Яна Плиева, Алим Битеев. Информационный выпуск сегодня.